Здравствуйте! Вы смотрите интеллектуально-познавательную телевикторину «Чувашла Калажар» на национальном телевидении Чувашия. Это проект для тех, кто хочет пополнить свой арсенал знаний и стать ближе к нашей малой родине Чувашии. Итак, кто же у нас сегодня в гостях пришел за этим багажом знаний? Я с удовольствием хочу вас познакомить с нашими участниками. Руслан Ямальдинов, руководитель штаба Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Вера Аметина, организатор мероприятий. Селин, сириец, переводчик, студент. Мария Пушкина, руководитель отдела в строительном магазине. Руслан, вот вы пришли к нам на игру за багажом знаний, чтобы что-нибудь новенькое, интересное узнать о Чувашии. Скажите, пожалуйста, как волонтер-медик, если увидели девушку, которой стало плохо, каким способом будете делать искусственное дыхание? Ну, для начала проверить, какое ее состояние, потому что неизвестно, насколько ей плохо. Вызвать скорую и только затем проверить свою безопасность, ее безопасность, только потом начинать уже оказывать первую помощь. Угу. А метод дыхания какой будете использовать при искусственном дыхании? В смысле метод дыхания? Рот в рот? Да. Ну нет, не совсем. Вообще, раньше был рот в рот, а сейчас правильно ставить салфеточку и через эту салфеточку как раз-таки делать искусственное дыхание. Угу. Спасибо. Вера, как организатор мероприятий, скажите, пожалуйста, какое самое интересное чувашское мероприятие, вот здесь, живя в Чебоксарах, вы посещали? Я думаю, что одно из самых таких масштабных и огромных – это все-таки Акатуй. Акатуй проходит в Чебоксарах. Что там на этом празднике происходит? Ну, Акатуй – это национальный праздник. После посева, после того, как все было сделано, соответственно, люди гуляют, отдыхают. Очень много различных интересных коллективов. Поэтому... Поют песни? Да, поют песни, танцуют и веселятся. Угу, спасибо. У наших участников, как мы видим, есть знания чувашской культуры. Мы идем далее. Селин, добрый день. Селин у нас родился и вырос в Сирии. Также в некоторое время проживал в Египте и приехал сюда, в Чебоксары, для того, чтобы получать знания в медицине. Селин, вот как сириец, скажите, пожалуйста, все-таки вкуснее чувашские яблоки или сирийские апельсины для вас? Ну, общем, из-за погоды там просто вкуснее, потому что все время тут холодно. Но есть много что-то тоже. Тут лучше. Много что попробую тоже. Угу. И вот как 5 лет уже живу в Чебоксаре именно. Ну, все хорошо, все отлично. Все в порядке просто. Есть ли в арабском языке слова, похожие на чувашские? У нас, да, общие слова много есть. Например, хуяр. Это огурцы на чувашский. И тоже на арабский тоже хуяр. Ну, и так. Из чувашской кухни что удалось вам попробовать за эти 5 лет? Ну, думаю, это не чувашский, это русский, там кухня. Борщ. И еще одного попробовал, но забыл, как это называется, там из-за Как называется? Это чувашский. Шартан. Шартан, да. Шартан пробовал, да? Я попробовал, вкусно тоже. Отлично, спасибо большое. Это был Селин с нами. Мария, как руководитель отдела в строительном магазине, скажите, пожалуйста, если мужчина посадил дерево, вырастил сына, что ему осталось сделать? Сделать ремонт. В построенном доме, который сам построил. В построенном доме, да, который он сам построил. А кто ему в этом будет помогать? И в этом как раз-таки буду помогать я. А вот скажите, пожалуйста, у вас в отделе, я знаю, работают в основном парни, молодые парни. Легко ли руководить таким отделом парней? Их у вас там около 10, я знаю. Да, все верно, вы говорите. На самом деле с мужским коллективом работать намного легче, чем с женским. Поэтому, собственно, прекрасная команда, которую собрала я. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, очень легко и комфортно работать в мужском коллективе. Ну, у нас сегодня коллектив разный, это 2 девушки, 2 парня. Ну что, если участники готовы, я предлагаю начать нашу игру. Давайте. Готовы? Готовы. Уважаемые участники, перед вами стоят кнопки. Они стоят не просто так, а для того, чтобы вы их нажимали. Кто первый нажимает кнопку, тот и отвечает на вопрос. Если ответ правильный, то мы засчитываем его. Если же ответ неправильный, то право ответить на вопрос переходит к следующему участнику, который на нее нажал, соответственно, вторым. Но кнопки нажимаем после того, как ведущий озвучил вопрос и озвучил все 4 варианта ответа.
Также участники, которые ответят правильно на первый и второй вопрос, они получают по 1 баллу. Те, которые ответят правильно на третий и четвертый вопрос, соответственно, они получают по 2 балла. Ну а пятый вопрос у нас, как обычно, с изюминкой, поэтому кто правильно на него ответит, тот получает 3 балла. Также в нашей игре есть 2 подсказки, на которые опираются все наши участники. Все заулыбались, потому что наши подсказки — это знания и удача. Я вам желаю удачи. Ну, мы начинаем. Первый вопрос у нас касается лета. Внимание на экран. Как по-чувашски будет летом? Вариант ответа А – хелле, Б – щула, С – чечек, Д – пахча. Мария, вы нажали на кнопку первый. Какой ваш вариант ответа? Я думаю, что это вариант С. Чечек. С – чечек, думает Мария. Мария, какое время года у вас день рождения? Осень. Осень. Осенью, наверное, вам дарят много цветов, потому что чечек переводится «цветы». Второй на кнопку нажала Вера. Вера, вам проще, у вас 3 варианта осталось. Да, я из думаю, 3 что я выбрать. его знаю, этот правильный ответ. Это первый А, хеле. Хелле. И посмотрим. Хелле у нас лето превратилось благодаря Вере в зиму. Наверное, Вера летом любит ездить со включенным кондиционером всю дорогу, потому что хелле — это зима. Следующий нажал на кнопку у нас Руслан. Руслан, ваш вариант ответа какой? Думаю, ответ в Б, щула. Б. Щула. И Руслан отвечает на этот вопрос правильно и зарабатывает 1 балл. Селин, Я рядом был. Если он был неправильный ответ, он мне получал. вы надеялись, что он ответит неправильно. Ну что ж, такое тоже бывает. Действительно, щула с чувашского переводится на русский язык как «летом». Следующий вопрос у нас связан с изобразительным искусством. Внимание на экран. Вопрос появится прямо здесь, перед вами. Звучит он так. Какой праздник изображен на этой картине? Вариант ответа А – новоселье. Вариант ответа Б – свадьба. Вариант ответа С – день рождения. Вариант ответа Д – масленица. Селин нажал на кнопку первым. Ваш вариант ответа, Селин? Думаю, что первый ответ там новоселье. Новоселье думает Селин. И мы сейчас узнаем, действительно ли это так. На самом деле ваш ответ неправильный, Селин. Следующее. Нажала на кнопку Мария. Мне кажется, это ответ В. Свадьба. Ответ Б – свадьба, говорит Мария. И Мария получает аплодисменты и зарабатывает 1 балл. Потому что действительно на этой картине изображена свадьба. Вот мы видим с вами правильный ответ. Это картина Никиты Сверчкова. Так и называется «Чувашская свадьба». И таким образом мы с вами переходим к третьему вопросу, за который есть возможность получить 2 балла. Следующий вопрос у нас про просветителя чувашской письменности и культуры Ивана Яковлевича Яковлева. Иван Яковлевич Яковлев родился в селе Кошки Новотимбаева в Республике Татарстан. И, собственно говоря, вопрос задан оттуда, из музея, мемориала имени Ивана Яковлевича Яковлева. Иван Яковлевич Яковлев всю жизнь свою посвятил образованию чувашского народа. И понятно, что многого в этой жизни достиг. Вопрос, что же он считал краеугольным камнем в системе воспитания человека? А. Труд. Б. Учеба. С. Удача. Д. Чтение. Вера, вы были первой. Слушаем вас. Я думаю, что это вариант Д, чтение. У Ивана Яковлевича Яковлева было другое мнение, и следующий на кнопку нажал Руслан. Мой вариант ответа – это Б, учеба. Б. Учеба. А почему так думаете? Ну, не знаю, он всю жизнь любил сам учиться и постоянно старался ради этого. Учеба тоже. Нет. Мнение не совпало. Селим. Ну, я думаю, первый ответ – труд. Труд. Да. Проверяем? Проверяем. Действительно, Селим прав. Это труд. И Селим зарабатывает 2 балла. Ну что, дорогие участники, переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 4. Внимание на экран. Как называют жителей города Цивильск? Варианты ответа А – цивильскцы. Вариант ответа Б – цивильчане. Вариант ответа С – цивиляне. Вариант ответа Д – цивильцы. Мой вариант ответа – это С, цивиляне. Проверяем. Вариант ответа С – цивиляне, говорит Руслан, и зарабатывает 2 балла.
Ну что, впереди нас ждет, уважаемые участники, финальный вопрос, за который можно заработать 3 балла. И перед финальным вопросом хотелось бы озвучить количество баллов наших участников. Руслан у нас заработал 3 балла. У Веры пока баллов нет, но есть все шансы сравняться с Русланом, заработать 3 балла, правильно ответив на последний вопрос. Селим заработал у нас 2 балла, Мария 1 балл в вашем кармане. Ну что, переходим к 5-му вопросу, который у нас с изюминкой. В каком городе был основан Чувашский драматический театр в 1918 году? Вариант ответа А – Казань, Б – Канаш, С – Нижний Новгород, Д – Алатырь. Руслан, ваш вариант ответа? Мой вариант ответа это Д, Алатырь. Д – Алатырь. Почему вы так решили, интересно? Не знаю. Да. Мария? Мне кажется, это Нижний Новгород. Нижний Новгород. Нет, к сожалению, не Нижний Новгород. И Вера? Так, ну, все на букву К. Ай, ладно, пусть будет Казань. Господи, буква. Ну, Первый вариант. удачи. Да. Вот не зря я сказал, что в нашей передаче есть 2 подсказки. Удача улыбнулась вам, Вера. Это была, на самом деле, интересная игра. Чувашский драматический театр был основан в 1918 году в городе Казань. Ну что, дорогие участники, вы сегодня использовали обе подсказки, которые есть в нашей программе. Это знания и удача. Вот они, кстати, стоят рядом. Руслан, я думаю, что победил благодаря знаниям, а Вера благодаря удаче. Я поздравляю вас с этой победой. Сегодня у нас победила дружба. Это была интеллектуально-развлекательная телевикторина «Чувашла Калажар». До встречи в новых выпусках!